В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко, здравствуйте. Экстремальное селфи чуть было не закончилось трагедией. Подростки в Ленске ради нескольких кадров отплыли на льдине во время ледохода. К акции «Мы вместе» присоединился легендарный хор Турецкого. Коллектив записал свой первый домашний клип. А российский шахматист, не выходя из дома, вышел в топ-5 лучших спортсменов онлайн-супертурнира. Ледоход на реке Лени сегодня проходит в районе населенного пункта Турукта Ленского района. Нижняя кромка находится в 20 километрах ниже поселка, а верхняя в 20 километрах ниже города Ленска. Протяженность ледохода составляет 100 километров. За сутки он продвинулся на 10. Уровень воды ниже реки, критической отметки нет. Лед редкий. Напомним, что ледоход на реке Лени начался на 15 суток раньше средних многолетних дат. Проходит при низких уровнях. В ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда у города Алекминска. В связи с выходом реки Алекма ожидается местный ледоход у населенного пункта Солянка Алекминского района. На реке же Амга нижняя кромка ледохода находится в 30 километрах ниже гидропоста Буяга Алданского района. Между тем, сотрудники ГИМС проводят разъяснительную работу с населением о безопасном нахождении у водоемов. Инспекторы ведут беседы, раздают памятки, рассказывают о подручных средствах спасения на случай необходимости. К сожалению, не все осознают опасность половодья. Накануне в городе Ленск 4 подростков решили запечатлеть ледоход, но выбрали экстремальный способ. Зайдя на льдину, они оттолкнулись от берега ради фотографии. К счастью, из подростков никто не пострадал. Вдоль набережной дежурили спасатели. Благодаря их оперативной работе удалось избежать беды. Однако не всегда и не во всех случаях спасатели могут оказаться рядом. Поэтому родителям нужно быть бдительными со своими детьми и почаще напоминать о мерах безопасности. Поэтапный выход из режима ограничений в России власти обсудят завтра. Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации решений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе и рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Поручение об их подготовке Владимир Путин дал 28 апреля. Тогда он заявил, что начать готовиться к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы, начиная с 12 мая, поэтапно снимать ограничительные меры. Вакцина от коронавируса, разработанная итальянской компанией Takis, показала свою эффективность в ходе испытаний на мышах. Об этом в понедельник сообщило агентство АНСА со ссылкой на руководство компании. Антитела, введенные с вакцины в организм мышей, заблокировали развитие вируса. Испытания провели на базе лаборатории Национального института инфекционных заболеваний в Риме. Как указывает агентство, испытания на людях начнутся не ранее осени. Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абе сегодня пообещал $800 миллионов для разработки лекарства и вакцины от коронавируса. Из этой суммы около 235 миллионов пойдут, в частности, к коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Абе призвал международное сообщество сплотиться и преодолеть кризис, ведь для инфекционных болезней не существует границ, сказал японский премьер. Карантин ввели в общежитии номер 9/2 СВФУ в Якутске. Такое решение принято после выявления коронавирусной инфекции у одного из студентов. Сейчас устанавливается круг его контактных лиц. Производится забор анализов у проживающих там 319 студентов и персонала. Также они будут наблюдаться врачами на протяжении 2 недель. В общежитии проводится санация. Приостановлено передвижение студентов внутри общежития. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами. Студенты сразу после выявления на коронавирус забрали в больницу. Тут самое главное плохо то, что неизвестно, откуда именно он был контактирован с больным с коронавирусом, где заразился. Ну и сейчас мы выясняем. Но самое главное, студент говорит, что он выходил только в магазин, и тут непонятная ситуация, поэтому будем выявлять. 400 человек вывезли с чииндинского месторождения в Якутии. За 2 дня было организовано 4 рейса в Башкортостан. Это рабочие, у которых анализы показали отрицательные результаты на COVID-19 и у которых закончилась вахта. Всего таких на предприятии 1800 человек. Тему продолжит наш корреспондент Юрий Осипов.
На территории Чаиндинского месторождения официально зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас на всей ее территории действует карантин. Здоровых работников, у которых закончился договор, было решено отправить на родину. Так, 3 мая вылетели первые 2 самолета, в которых в Башкортостан улетели 200 вахтовиков. Развернутый обсерватор. Подобрали самые лучшие номера, оборудованные комфортные номера. Номера оборудованы всем необходимым: холодильником, телевизором, чайником. В общем, лучшие условия созданы. На родине вахтовиков встретили буквально у трапа самолета. Из аэропорта на специально подготовленных автобусах их сразу же увезли в обсерватор, где им предстоит прожить в изоляции 2 недели. Подготовились для встречи этих пассажиров. Водители одеты в противочумные костюмы, в маски, очки, перчатки. Салоны автобуса проведена обработка. По сообщению главы региона Айсена Николаева, на сегодняшний день на Чаиндинском месторождении уже развернут мобильный госпиталь МЧС и разворачивается пункт временного размещения на 125 человек. Он отметил, что сегодня ситуация на месторождении находится под полным контролем. Юрий Осипов при содействии башкирского телевидения. Майские пенсии будут доставлены клиентам Почты России на дом. Доставка выплат, в том числе и пособий, началась со вчерашнего дня. Об особенностях работы Почты России в майские праздники и в условиях самоизоляции. Сергей Михедов. Ситуация с быстрым распространением COVID-19 сказалась и на деятельности Почты России. Максимальный упор на дистанционные услуги, увеличен и срок хранения посылок. Без крайней необходимости почтовые отделения призывают не посещать. Если посылка не оплаченная, а наложенным платежом, то срок хранения в отделении такой посылки продлен до 60 дней. Что касается режима работы отделений в майские праздничные дни, то будет он следующим. 1 и 9 мая – выходные. 2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику. 4 и 11 мая по субботнему режиму работы, а 5 числа по режиму воскресенья. 8 мая сокращенный рабочий день на 1 час. Также с сегодняшнего дня начинают доставлять майскую пенсию на дом. Все почтальоны имеют маски, перчатки, и в настоящее время прорабатывается вопрос тестирования всех почтальонов на коронавирус. Иногда происходят и неприятные случаи. К нам в редакцию обратилась жительница Якутска Елена Макарова. Через Почту России она отправила посылку дочери в Красноярск. Однако дома, открыв бандероль, дочь обнаружила совсем не то, что отправляла мама. Вскрыв посылку, она позвонила мне и сказала: «Мама, зачем ты мне вложила туда зефир? Ты же прекрасно знаешь, что я его не люблю». И тут начинается все самое интересное. Где-то на каком-то этапе с посылки был изъят домашний костюм и по весу был заменен зефиром. Для того, чтобы подобных случаев не происходило, необходимо проверять содержимое посылки прямо при получении в отделении почтовой связи. Сейчас сделать это стало гораздо проще, ведь есть отдельная услуга по доставке посылки почтальонам до двери. Мы видим существенный рост спроса на доставку мелких пакетов. Помимо мелких пакетов, Почта России доставляет на дом любую оплаченную посылку. Стоимость 100 рублей за каждую посылку или мелкий пакет. Более того, почтальоны принимают на дому и коммунальные платежи. В апреле якутские почтальоны приняли более 11 тысяч таких платежей, что больше показателей марта на 40%. Это значит, что данная услуга востребована, особенно сейчас, когда любые контакты с посторонними людьми нежелательны. Сергей Михедов, Саргалана Неустроева, Якутск. Закон об эксперименте введения электронного документооборота вступил в силу в России. Теперь предприятия, участники эксперимента, смогут полностью или частично ввести кадровый документооборот в цифровой форме. Напомню, что президент Владимир Путин 24 апреля подписал федеральный закон о проведении этого эксперимента, который, в свою очередь, продлится до 31 марта 2021 года. Он позволит его участникам не дублировать важные трудовые документы на бумажном носителе, как это было ранее.
Минтруду России в ближайшее время еще необходимо разработать положение о порядке проведения эксперимента и принять ряд других регламентирующих документов. Иркутский храм стал обладателем титула «Лучший фасад в мире». Он выиграл в номинации «Историческая реставрация» конкурса Life Challenge. В нем принимали участие архитекторы и дизайнеры из 26 стран. На кадрах церковь в дневное и ночное время показана с высоты птичьего полета. Как написали организаторы, храм имеет выразительный, изысканно оформленный, оригинальный, декоративный дизайн фасадов. Декор фасада типичен для классицизма с лаконичным, но тонко и скрупулезно прорисованным декором. Церковь строилась с 1814 по 1816 годы и является объектом культурного наследия страны. Это одна из немногих церквей, которая сохранилась почти в первозданном виде. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» впервые записал клип в домашних условиях в рамках акции «Мы вместе». Он был выложен на странице проекта в Instagram, а полная версия опубликована на канале «Хора Турецкого» в YouTube. Хор состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках без фонограммы и может заменить своими голосами целый оркестр. Репертуар широкий, от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы и от джаза до народных хитов. И о спорте. Онлайн-супертурнир по шахматам завершился победой организатора и чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Россиянин Ян Непомнящий занял 5-е место. С подробностями Артем Сторонов. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем онлайн-супертурнира по шахматам, организованного им же самим. В финале, состоявшемся в воскресенье, он обыграл американца Хикару Накамуру. Карлсен взял обе партии, играя белыми фигурами, а Накамура только одну. 4-я партия завершилась в ничью. Призовой фонд соревнования составил $250 тысяч. Победитель получит 70 тысяч. В турнире Magnus Carlsen Invitational принимали участие 8 лучших гроссмейстеров планеты, в том числе россиянин Ян Непомнящий, занявший в итоге 5-е место. Несмотря на пандемию коронавируса, соревнования отменять не стали. На этом пока все новости. До встречи в следующем часе.